Утром под солнцем весны золотея моешься не спеша. Смуглые ноги и плечи, и шея, как хороша. Стихи, написанные весенним днем. О, как хорош наш день! Леса, холмы, вершины, облака, деревья, мы. Мир полон солнца, мир подобие сада. В ущельях у реки пасется стадо. Коровы так спокойны, будто свет вовеки не знавал тревог и бед. Мир полон неба и травы зеленой. Ныряют облака в земное лоно. О, как хорош наш день! Леса, холмы, хребтов вершины, травы, солнце, мы. Из биографии поэта. К началу Великой Отечественной войны Кулиев закончил учебу в Москве, преподавал литературу в Кабардино-Балкарском педагогическом институте, затем служил в Красной армии, сначала в Заполярье, позже под Ленинградом. Кайсын Кулиев участвовал во Второй мировой войне в качестве десантника-парашютиста и военного журналиста. Принимал участие в боях за освобождение Москвы, Орла, Ростова, Украины, Крыма, Прибалтики, был неоднократно ранен. Когда я вынужден был отбывать воинскую службу в рядах советской армии, письма отца и его опыт военных лет помогли мне выстоять, пройти все испытания и тяготы военной службы и отслужить свой срок с достоинством. Еще книги, которые пересылал мне отец. Дочки. Где ты сегодня, смуглая моя? Нас разделяют степи и моря. Мы свидеться с тобою не вольны. Дороги застилает дым войны. Края родные, где идут бои, как душу топчут недруги мои. Я часто на дорогах фронтовых детей встречаю, бледных и худых. Их волосы льняные теребя, я вспоминаю, девочка, тебя. Как брал тебя, смуглянка, поутру, чужую дочку на руки беру и, высоко подняв над головой, смеюсь, как будто встретился с тобой. Моя кровная старшая сестра, как тебе было тяжело без него. И как тяжело должно быть было ему. Ты мне заменишь мою родную старшую сестру, погибшую совсем маленькой. А я еще испытаю боль разлуки с самым дорогим для меня существом в этом мире и вынужденной разлуки со своей родиной. Но это все еще будет. Из биографии. Пока Кайсын Кулиев воевал, в 1944 году по приказу Сталина была осуществлена операция по депортации балкарцев в Среднюю Азию. Рано утром 8 марта 1944 года всему балкарскому народу, старикам, женщинам, детям было приказано немедленно собираться в дорогу. Операция по выселению балкарцев из родных домов длилась всего 2 часа. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37 713 балкарцев. Выселение происходило в то время, когда каждый 4-й балкарец находился в рядах воюющей Красной армии. Каждый 2-й из них погиб в боевых действиях. В местах ссылки жизнь регламентировалась жесткими правилами и инструкциями НКГБ МГБ СССР. После демобилизации, благодаря хлопотам Бориса Пастернака и других старших собратьев по Перу, Кулиеву было выдано разрешение на проживание в Москве. Однако он предпочел разделить участь балкарцев и поехал вместо ссылки балкарцев в Киргизию. Если радость придет, радость прими, и не гордись, будь достоин ее. Если горе придет, губы сожми, и не страшись, будь достоин его. Эти строки пронизывают всю мою сущность до глубины души.
Смог ли я следовать этому завещанию всегда? Наверное, нет.